это абсурд какой-то, потому что на земном шаре 70% населения живет в нелегитимных властях, можно сказать. Легитимных демократических стран очень мало, их 30% может быть, не больше. Но страны общаются между собой. Для государств не важно, какой режим находится в той и другой стране. Если есть интерес в этой стране, Армении, к примеру, общаться с грузинскими властями, они будут общаться не с легитимными, а де-факто властями, то есть властями, которые реально существуют на их территории. Мы же общаемся со своими властями, хотя считаем их нелегитимными. Они принимают законы, мы эти законы принимаем, исполняем, повышают пенсию, эти пенсии принимают. То есть работа с властями, это не значит признание легитимности. Это совсем разные вещи. Еще раз повторюсь, во многих странах очень многие власти нелегитимны, но с ними работают на международном уровне, на высоком уровне, скажем так. И это не проблема. Поэтому упрекать Пашиняна, почему он общается с грузинскими властями, это очень примитивно, потому что она не понимает такие элементарные вещи, что Грузия сосед Армении, и у Армении нет никакого, скажем так, корректно хватает Армении, скажем так, уважения к соседу, чтобы не вести себя, например, вызывающе по отношению к Грузии. И даже она не хочет вот это увидеть, что Пашинян максимально старается не использовать и не замечать внутренние проблемы Грузии. Не замечать. И вместо того, чтобы уважать этого человека и Армению за это, что они стараются с уважением относиться к внутренней ситуации Грузии, и она заставляет, можно сказать, сейчас своим заявлением, что Пашинян занял четко, например, сторону нелегитимной власти. Это какой-то абсурд. Лучше, чтобы Армения или Азербайджан или Турция, наши соседи, добрые соседи, с уважением относились к любой ситуации в Грузии, чем занимали бы какую-нибудь сторону, скажем так, внутригрузинской политики. Но она такие вещи не понимает. Это парламент нелегитимен. И с этим солидарны международные организации, в том числе Европейский Союз, потому что сразу после парламентских выборов в прошлом году в октябре, в ноябре Грузия заморозила переговорный процесс с Европейским Союзом насчет вступления в Европейский Союз. И на основании этого заморозила, Европейский Союз тоже принял какие-то определенные шаги и не сотрудничает с грузинскими властями. Не приезжают в Грузию, не общаются с ними. И это продолжается ежедневно. Ежедневно, буквально, грузинская власть что-то выкинет, какой-то антиевропейский какой-то лозунг, какое-то поведение, критикует везде и всюду. И, соответственно, очень напряженная ситуация по отношению Европейского Союза. Поэтому грузинская делегация не приехала в Ереван на Евро, к сожалению. Я думаю, что они могли бы хотя бы, уважая Армению, дружественные отношения с Арменией, хотя бы какую-то группу, хотя бы какие-то, если не первые лица, какая-то группа, что приехала из парламента. Даже они игнорировали полностью Евронест. И против кого они делают заявление, они не понимают. То есть они сами дали повод для игнорирования, а потом сейчас уже обижают. Между Грузией и Арменией уже много лет независимо, когда мы стали независимыми, уже 30 лет после развала Советского Союза, были разные сложные ситуации, но никогда против друг друга не предпринимали какие-то шаги. То есть я в Грузии, я сам был в правительстве, я хорошо знаю общее настроение правительства, не только в этой, но и в других, что нет никакой, скажем, не может быть никакой ситуации такой, что был пересмотрен добрососедские отношения с Арменией. Раз мы стремимся, Грузия и Армения сейчас начал двигаться в сторону Европы, раз мы стремимся в Европейский Союз не требует, но предлагает, и, скажем так, чтобы наша международная политика соответствовала политике Европейского Союза. Мы даже в Конституции прописали, у Армении не прописано, у нас мы в Конституции прописали. 78 параграф говорит, что действия любого правительства Грузии должны соответствовать стремлению Грузии в НАТО и Европейский Союз. Я уверен, что Европейский Союз ставит вопросы перед Арменией. Раз мы начали двигаться в сторону Европейского Союза, тогда наша международная политика должна синхронизирована быть. Как минимум, вот в Армении, в Ереване проходит следующая сессия, это Евронест, и Евронест принимает соответствующую какую-то резолюцию. Тем более Грузия не присутствует на этой, скажем так, демонстративно являет процесс, можно сказать, не присутствует на заседании в Ереване. Поэтому мне кажется, что Ереван должен был, в принципе, или, скажем так, грубо говоря, или поменять резолюцию, повлиять на резолюцию, или уже голосовать за такую резолюцию. А эта резолюция не касалась Армении, извиняюсь, эта резолюция касалась Грузии. Это уже
другая история, когда у Европейского Союза проблемы с Грузией. У Грузии проблемы с Европейским Союзом. И здесь армянские депутаты что могли делать? Они должны были максимально бескорректными и уважаться Европейский Союз, потому что они были хозяевами Европейского Союза. Этого важного мероприятия, из-за которого Еревана, то есть у Армении, есть возможность еще позже сблизиться с Европейским Союзом.